В России политические космонавты внезапно поднимаются или сходят с орбиты и даже сгорают в плотных слоях атмосферы без всяких видимых причин. Как звезды падают, остается только желание загадать. О создании в России нового силового ведомства, Нацгвардии, слышали многие. А то, как из-за этого лишились своих постов влиятельные начальники, глава Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский и главный наркополицейский Виктор Иванов, знает мой коллега, журналист интернет-издания «Медиазона» Максим Солопов. Он и расскажет нам, как связаны с этим аресты бизнесменов и испанская мафия. 5 апреля стало известно о масштабной реформе силовых органов. Были ликвидированы сразу два ведомства: Федеральная миграционная служба и Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Их полномочия переданы МВД, из которого, в свою очередь, выделено в отдельное ведомство Национальная гвардия, которую возглавил Виктор Золотов, бывший личный охранник Путина. Это та часть реформы, о которой мы узнали из официально опубликованных документов. Однако Медиазоне удалось выяснить о событиях, которые предшествовали неожиданному решению Владимира Путина. 31 марта на заседании Совбеза судьба ведомств была уже решена. Собственно, с этого момента Рамадановский перестал появляться на публике и в своем кабинете. За день до заседания Совбеза Басманный суд арестовал влиятельного петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко. Его с Рамадановским связывает большой бизнес по оформлению документов для иностранцев. Однако это не самая важная часть бизнеса Михальченко. Настоящая война развернулась вокруг его главного актива, недавно построенного петербургского порта Бронко. Суммарная инвестиция в этот проект оценивается в сумму больше 100 миллиардов рублей. Однако порт, который строили несколько лет, был открыт только в январе, в разгар экономического кризиса, под действием западных санкций, когда товарооборот в портах Балтики резко упал. В результате Михальченко пришлось серьезно демпинговать своих конкурентов. Ситуация обострилась в феврале, когда начальник таможенной службы направил письмо губернатору Петербурга и полпреду президента в Северо-Западном федеральном округе. В нем предлагалось перенести оформление всей документации в порт Бронко и Усть-Лугу. Это создавало серьезные конкурентные преимущества для Михальченко, что не понравилось его влиятельным конкурентам. С этого момента начинаются неприятности у людей из окружения Михальченко. Были арестованы топ-менеджеры его компании «Балтстрой», которая занималась реставрационными работами. Вместе с ними в СИЗО оказался и заместитель министра культуры. В итоге 30 марта был арестован сам Михальченко, что и послужило толчком для ликвидации ФМС и ФСКН. Реформа могла состояться еще год назад, но тогда в ситуацию вмешался Виктор Иванов из ближайшего окружения Путина. В этот раз ему этого сделать не удалось, потому что по его репутации также был нанесен существенный удар. Испанская полиция объявила в международный розыск его заместителя Николая Аулова, которого в Испании связывают с Тамбовской ОПГ.